Новое, удобное для учебы пространство, аудитория, где даже стены пропитаны наукой и уже сами по себе являются носителями знаний. Теперь студенты агроинженерного факультета имеют возможность с головой окунуться в историю энергетики. Открылась аудитория «Энергетик будущего». Энергетика сегодня ключевое направление во всех отношениях. Если даже посмотреть с политической точки зрения, в значительной степени наш суверенитет и наша независимость зависит от энергетической независимости. И поэтому все, что связано с энергетикой, имеет ключевое значение в жизни нашей страны. Это экономика, это и политика, это и идеология, если хотите. Поэтому, чтобы решать эти вопросы, отвечать на эти вызовы, нам необходимо в первую очередь иметь тех специалистов, которые способны решать эти задачи. Открытие аудитории – это не просто знаковое событие для студентов и лекторов, но еще и один шаг в будущее. Кабинет позволяет обучать, используя современные возможности, в том числе дистанционно. Онлайн-лекции смогут проводить ведущие специалисты Московского энергетического института. Открытие такой важной для страны аудитории состоялось благодаря инициативе предприятия Сухумгэс во главе с депутатом Народного собрания Резо Зантария. Когда мы говорим о профессии, естественно, ее надо любить. Но и профессия должна содержать дом, семью, экономику так называемую. Ее тоже нужно создавать. И это очень тяжело вот в наших профессиональных в энергетике, когда все это может не совпадать. И вам нужно ввести такие знания, такие умения, чтобы вы были востребованы на нашей Родине, а Родина должна сделать, чтобы вы были востребованы, именно ваши таланты, ваши способности мы смогли реализовать. Вот эта идея сегодня, которая сидит во мне, и я готов в нее вложиться именно административно, именно физико-физиологически, для того, чтобы вы, все специалисты, которые выходите, мы смогли вам отдать все знания, которые у нас накопилось. Усилиями Резо Зантария в некоторых школах уже введены в работу кабинеты юного энергетика, а теперь энергетик будущего реализуется и в АГУ. Выступая перед студентами, Резо Зантария отметил, что новое поколение должно использовать все возможности, чтобы быть востребованными в профессии. Мы говорим, у нас нет специалистов, надо пригласить с другой страны. И меня это очень сильно всегда задевало. Я говорю, как это так, нету специалистов? Где они, наши, те студенты, где та молодежь, которая должна мотивированно работать и с интересом, и создавать конкуренцию другим тем людям, которые сюда хотят приехать, и как бы сказать, я специалист, возьмите меня. Я загорелся этой идеей, и один из первых шагов – это создание классов юной энергетика, еще воспитание той самой молодежи детской еще в школе. Ну и пришла очередь сюда, и здесь, в университете уже, где те, кто определился с профессией юная энергетика уже, чтобы из вас сделать хороших, толковых энергетиков, чтобы вы имели интерес к этой отрасли. Агроинженерный факультет готовит специалистов по 4 основным направлениям, которые включают в себя 5 профилей. Подготовка специалистов по направлению электротехника и электроэнергетика ведется с 2000 года. И за это время подготовлено 1800 специалистов по разным направлениям. Я надеюсь, обучаясь вот в этой аудитории красивой, у вас будут рождаться оригинальные идеи, которые впоследствии будут воплощены и помогут решить те глобальные проблемы, которые есть у нас сегодня в отрасли энергетики. Меня, честно говоря, переполняют эмоции, добрые, хорошие. Видеть такую аудиторию в свое студенческое время я даже мечтать не мог. А вам эта удача улыбнулась. Я обращаюсь сейчас к нашим студентам. Благодаря нашим партнерам, нашим коллегам, огромное вам спасибо. Когда я пришел к Резо Платоновичу со своими проблемами, он выслушал меня и спрашивает, что я могу для вас сделать. Поверьте, это очень редко, когда человек предлагает свою помощь и, более того, реализовывает ее за счет своих сил, за счет своих средств, за счет своего времени.
Теперь изучать двигатели постоянного тока или же виды и погрешности измерения станет еще доступнее, ведь учиться в такой современной аудитории для студентов весьма полезно. Энергетик Резо Зантария провел первую лекцию на тему «Источники электромагнитных воздействий». И эта встреча со студентами не последняя. Впереди еще много занятий с ведущими специалистами отрасли. Нала Чхинджирия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.